Здесь есть все: и прекрасная музыка, и страсть, и мистика, и юмор, и терзание главного героя поэта Гофмана, ищущего любовь в противоречивом мире. В основе сюжета 3 его любовные истории с необыкновенными персонажами. На сцене то и дело появляется черный человек, который все время преследовал поэта и в реальной жизни. Мы выбрали редакцию, которая позволила нам философски сделать акцент на возрождении художника, на поиск его себя. И вот Николаус, который всю жизнь проходит под видом мужчины через этот спектакль, рядом с ним, потом оказывается его музой, которая всегда как ангел-хранитель преследовала его, и была с ним рядышком и помогала возрождаться ему. Вот такая странная история, мистическая, но в то же время удивительная, сложная и с удивительно прекрасной музыкой. Вот эту самую музу Никлауса в мужском обличии играет нежная Галина Маликова. Солистке театра пришлось не только штудировать французский язык оригинала, но и входить в не совсем привычный образ. Сложно, если честно, показывать мужчину, изображать походку мужскую, повадки мужские. Я наблюдаю частенько за мужчинами, как они себя ведут для образа Никлауса. Если честно, мужские роли люблю не очень, но благодаря музыке я готова петь. Кстати, судьба самой оперы тоже была нелегкой. Во время работы над спектаклем Оффенбах был тяжелоболен и не дожил до премьеры. Партитуру закончили другие. Для нашего театра сказки Гофмана – это совершенно новая страница. Поставить такой спектакль могут только серьезные крупные театры, обладающие большой труппой и сильным вокальным актерским составом. В партитуре композитора заложены очень непростые, в том числе вокальные арии. Не только арии, но и вокальные ансамбли. И в этом плане нужно быть уже готовым специалистом и мастером своего дела. А так как вокальная составляющая, она только часть предъявляемых требований, другая часть – это актерское наполнение роли, актерское проживание, то здесь далеко не каждый театр имеет в своем составе полный исполнительский состав. И я говорю с особой гордостью, что мы, несмотря на наш кадровый кризис, творческий кризис в театре, мы сегодня имеем полностью состав солистов, которые расходятся по главным персонажам. В таинственный мир Гофмана сыктывкарцы смогут окунуться уже в это воскресенье, 22 апреля. Кстати, на премьере в составе солистов будут приглашенные артисты из других регионов. Одна из актрис уже хорошо знакома нашим зрителям. Это ныне гражданка Австрии Светлана Мерзлова. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.